Сегодня в зоопарке Артодайдо волнительное и долгожданное событие. Всеобщая любимица Колымана вывела из берлоги своего детеныша. Этот день жители республики ждали еще с начала года. Тогда стало известно о пополнении в чете белых медведей Колыманы и Ломоносова. Подробнее об этом в материале Саргаланы Захаровой. Работники зоопарка, которые наблюдали за взрослением малыша с самого начала через камеры, рассказывают, что характером он очень похож на свою маму Колыману, такой же задорный и любопытный. Также они признаются, что сегодня наверняка никто не знал, выйдет ли точно медвежонок к людям. Но на радость всем гостям парка медведица с детенышем не заставили себя долго ждать. Только двери открылись, как из берлоги выбежали мама с малышом. Колымана приступила изучать территорию, а медвежонок, неуклюже бегая за ней, во всем подражал своей маме. В истории Якутии это первый случай, когда в условиях неволи мы получили белого медвежонка. Белый медведь – это вообще объект, который охраняется Красной книгой, объект животного мира. И получение приплода в условиях неволи – это уникальный случай. Познакомиться с новым членом семьи белых медведей приехали даже с Нижнеколымского района. Напомню, что после того, как Колыману нашли на Медвежьем острове в 2012 году, некоторое время ее выхаживали в поселке Черский. У нас кормили ее, вот госинспектор, который лично ее привез, нашел, Слепцов Руслан Вячеславович, заботился о ней, мы все знаем. И там было паломничество наших жителей, прямо ходили, смотрели. Но она была вообще там, чуть больше рукавички, может так вот. Сегодня молодая мама с малышом живут одни. Для папы в прошлом году построили отдельный вольер, так как он может представлять опасность для своего детеныша. Что же касается пола медвежонка, то он станет известен только через 2 недели. Как мы сообщали ранее, если это будет девочка, то ее передадут в Ленинградский зоопарк, откуда родом Ломоносов. Если же это будет мальчик, то его отдадут на передержку в Хабаровск. Малыш куда-нибудь поедет, потому что понимаете, когда Колымана приехала, да, она же была 12 килограмм, комочек тоже был совершенно маленький, да, а в декабре уже было 100 килограмм. Представьте себе, да, какое огромное животное, переводили когда в новый вольер ее, и скоро малыш тоже вырастет, надо будет пару создавать, потому что взрослые животные, из взрослых животных тяжело пару создавать, они могут не принять друг друга, а когда как Колымана с Ломоносовым вместе растут, то они уже знают характер друг друга, привыкают друг к другу, да. Тем временем Министерство охраны природы республики объявило конкурс на лучшее имя для медвежонка. Заявки будут принимать со всей страны. Итоги подведут через месяц. А пока люди успели окрестить малыша Умкой из одноименного советского мультфильма. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Хангаласский улус.